Исән мисез? Мен сезне күрүгә бик шат. Без бүген 15-нче дәресне, 15-е занятие начинаем. И сегодня же проведем и 16-е, и попрощаемся с вами. Ну, давайте начнем сначала с 15-го занятия, да? Мы уже многое с вами знаем. На прошлом занятии мы говорили про деепричастие. Помните, да? Деепричастие нередко используется для образования составных глаголов, которые очень широко используются в татарском языке. У нас очень много составных глаголов, которые друг без друга не могут, как сказать, не могут существовать, да, жить, хотела сказать, существовать. В этом случае главный глагол стоит в форме деепричастия, а вспомогательный глагол в соответствующем лице, числе и времени. Сейчас мы с вами разберемся. Вот у нас с вами есть таблица, да? Тут домашнее задание написано, это, наверное, неправильно. Вот посмотрите, сатып алырга, это у нас как раз составной глагол, который друг без друга не может объяснить смысл этого глагола. Сатып алырга, если дословно, сатып продать, алырга взять, но переводится не продать взять, а как сатып алырга? Покупать, да, купить. Так и напишите сразу себе перевод. Также алып барырга, килерге. Если дословно, то же самое происходит у нас, взяв, идти. Но у нас нет такой формы глагола, поэтому это переводится алып барырга, нести, вести, да? Алып килерге, нести, алып барырга, в этом смысле нести, вести. Алып керерге, это что? Вносить. Вносить. Алып шығарға, выносить. Да, выносить. Выносить? Нет, именно вынести из дома что-то. Например, если я вынесу из библиотеки что-то, какой-то груз, я скажу алып шықтым. Или китап алып шықтым. Первое было вносить, второе да, выносить. Да. Алып кетерге. Унести. Алып ташларға, отбросить. Ну, вот, отбросить, да, например. Алып ташларға, убрать можно, да. Выбросить, алып ташларға, да. Именно ташларға, выкинуть в смысле. Алып куярға, это значит убрать. Например, если я убрала телефон, я скажу телефон, алып куям. Или ребенку вы говорите, убери свой телефон. Телефоном алып кой, да? Укап бітірерге, да, читать. Именно дочитать. Бітірерге, тут уже смысл завершенности. Мы тут еще разберем другие глаголы. Бітірерге значит закончить, да. Оша бітірерге, да, есть. Киріп шығарға, это значит заглянуть. Например, если очень быстро вы заглянули кому-то в гости, значит киріпкіне шықтыңыз, или к соседу, например. Барып қайтырға, съездить, мы с вами много говорили, да? Съездить в Казань, съездить к родственникам, барып қайтырға. А сходить? Тоже можно сходить? Сходить, да, тоже можно сходить. Но сходить на концерт лучше уже барып қайтырға деп айтмаймыз. Вот концертқа барып қайтам. Если вы уходите из дома и хотите сказать, что я схожу на концерт, концертқа барып қайтам. Или концертқа барам. Тоже не будет ошибки. Давайте мы с вами здесь написали для себя, да, то, что вот переводы слов. Давайте мы с вами поупражняемся, и тогда
уже я пойму, вы меня поняли или нет. Мне надо купить красивое платье. Люрапа. Праздник. Миңа матур күлмәкне сатып алырга кирәк. Миңа матур күлмәк сатып алырга кирәк. Можно без «не». Миңа матур күлмәк сатып алырга кирәк. Очень длинное предложение я тут составила. В надежде, что Дед Мороз принесет много подарков. Давайте переведем все вместе. У нас не были предложения, да? У вас нету таких предложений. Давайте на слух тоже научимся уже ловить. Дед Мороз принесет много подарков. А Дед Мороз? Кыш бабай принесет. Ну, тут начали уже все быстро писать перевод. Ну-ка, работайте со мной, а то не принесет Дед Мороз. Кыш бабай, күп бүләкләр, алып, килә. Можно, да, мы же ждем только его. Кыш бабай, күп бүләкләр, алып, киләчәк. Дед Мороз принесет много подарков, Кыш бабай, күп бүләкләр, алып, киләчәк. Внесет в каждый дом радость. Внесет именно. Радость, шатлык. Һәр өйгә бәхет алып керәчәк. Елизавета, молодец. Һәр өйгә бәхет алып керәчәк. Вынесет все печали. Кайгыларны, можно сказать, борчуларны, можно сказать, вынесет. Ну-ка, слово как мы скажем? Да. Из дома вынесет. Борчуларны алып чыгачак. Да, есть такое, ну вы просто не чукаете, а чыгачак. Шыгачак. Нет, чыгачак. Это Дед Мороз, да. И унесет далеко. Еракка алып китәчәк. Да, алып китәчәк. Елизавета, Айдарис, полное предложение какое у нас получилось, вы записывали? Да. Все пожелали Деду Морозу. Можем еще продолжать. Кыш бабай күп бүләк алып киләчәк. Бәхет алып керәчәк. Борчуларны алып чыгачак. Һәм еракка алып китәчәк. китәчәк. Алла бирсә, да? Еракка. Словосочетание давайте отбросить назад. Как мы переведем? Да, куда? Назад. Алып ташларга, да, обычно иногда мы, когда кого-то хотим утешить, можем сказать, да, отбросьте все это назад, да, отбросить назад. Алып ташларга, алып ташларга. Дочитать книгу очень легко. Олег, вы сможете перевести дочитать книгу? Не сможете? Вы не записывали дочитать? Как будет дочитать? Так вот записывали же. Китап укып бетерергә. Книга это китап. А сез язып бармадыңыз, да? Китап. Укып бетерергә. Ярый. Да есть суп, Эльвира. А суп ничек була? Аш, ашап бетерергә, да? Аш, суп, это аш. Заглянуть к сестре гулять. Сестра опама.
Ну, у нас сестра и тетя, и все опа. Мы уже говорили об этом. Опага, кереп, чигарга. Опага, кереп, чигарга. Съездите в Казань, все скажут, да? Эльвира. Казанга, барып, кайтырга. Казанга. Казанга барып кайтырга. Дөрес, рәхмәт. В приведенных примерах сохраняется основное значение вспомогательного глагола. Обычно это бывает у глаголов, которые указывают направленность действия. Например, внутрь, наружу, вверх, мы сказали с вами. Алып куярга, да, вниз, к нам заглянуть. Вот, киреп чыгарга. И также завершенность действия, я вам говорила, оша бетерега обязательно да есть, ука бетерега, значит дочитать, да? Такие глаголы легче понять и запомнить. Вот у ряда вспомогательных глаголов, которые я вам составила в виде таблицы, значение может существенно или даже полностью измениться. И поэтому вот я вам составила таблицу. Посмотрите, хуярга, хуярга. Хотя это переводится как класть, ставить, но здесь указывает на однократность, быструю завершенность действия. Вот посмотрите, иногда даже на результативность. Юазык хуярга, это не значит, что записали и убрали, и положили хуярга. Это значит, вы записали. Вот все, что запомнили, вы записали. И вы можете сказать, мин юазык хуйдам, чтобы не забыть. Хуарак хуярга. Тут перевод я вам все написала. Күлүп хуярга. Да? Ну, тут китерга, у меня примеры с китерга тоже в этой же строчке почему-то оказались. Но вы можете там сделать черточку, и китерга тоже, я вам уже сказала, да? То, что означает китерга? Вот завершенность, да, юхлап китерга, заснуть, аурат китерга, заболеть. Вот жиберерге, хотя жиберерге это значит как отпустить, жиберу. Я тебя отпустила в гости, мисина кунакка жибердем. А тут указывает на внезапность действия. Вот кашкрып жиберге, внезапно закричать. Елап жиберге, бола, елап жибере, например. Ребенок заплакал, бола, елап жиберде. Чыгарга, хотя это и, например, я вышла из библиотеки, я скажу мин китапханадан шактам. Если я просто скажу, я вышла из библиотеки шактам. А тут, если это составной глагол, укып чыгарга, значит прочитать, юрюп чыгарга, исходить. Вот. На результат показывает. Алырга. Исходить в смысле пройти, да? Да, вот я исходила здесь в лес, например, мен бүтін урманны юріп шықтым, вот так мы скажем, юріп шықтым. Или весь город вы вот приехали в чужой город и бүтін шахарны юріп шықтым, но не нашла, что искала, если вы могли сказать. Алырга, тоже я вам сказала, алырга, если сатып алырга, вот мы уже, да? Хотя переводится взять, вот алырга, а тут уже юклап алырга, поспать, ошап алырга. То же самое турурга, күтүп турурга. А хотя мы с вами разбирали, да? Когда мы с вами говорили про свой адрес, то, что мы можем сказать и еши, или запасы с хатами сайз, и туром, да, помните, вы мне задавали этот вопрос. А тут уже күтүп туром, значит дожидаться, карап туром. А тут уже есть у нас такой глагол итерге. Подождите, первое основное значение какое? Без вот этого.
туру, иногда мы можем сказать, что мин пирим шахарында яшим тур, мин пирим шахарында турам. В этом значении тоже есть. Турам как будто вот Как жить. жить, да. А если вот микрофон басып тура, вот я также могу сказать, микрофон басып тура, вот стоит микрофон. И вот камера басып тура. А вот есть у нас такой глагол еще итерге. Например, хурмет – это уважение. А если уважать, то без слова итерге слово хурмет не употребляется. Хурмет итерге. Хурмет итем. Я уважаю. Если вы скажете просто мин хурмет без слова итерге, это будет незаконченное предложение. Хурмет итерге – это значит уважать. Я уважаю. Мин хурмет итем. Ты уважаешь. Син хурмет ите. Син. Ул хурмет ите. Biz hürmet ite. Biz, siz hürmet ite. Siz вы уважаете, да? Алар хурмет ителер. Они уважают, да. Также рухсат. Кто знает рухсат иту? Что это означает? Рухсат иту. Разрешать. Разрешать. Тоже рухсат итигиз, например, разрешите мне, пожалуйста, рухсат итигиз зинхар ишун. Мы так будем обращаться, например, к начальнику, если мы отпрашиваемся, если бы вы жили в Казани и обращались в Татарске, рухсат итигиз зинхар ишун. Пропустить, например, не выходить на работу. Ишкашек маска, да, рухсат итигиз зинхар ишун. Он бежит прежда, и он, конечно, разрешит, раз вы так красиво будете выражаться. Рухсат и ту, разрешать. Такдим и ту. Это когда вот молодые люди предлагают выйти замуж, тогда такдим ясилар бездак. Такдим и ту, предлагать. Если вот вы Казанда кафе с вами будут общаться по-татарски, мы всегда оштагдим, я предлагаю вам суп, например, вкусный, да? Мы всегда шей тагдим, и даже когда к вам придут гости, вы можете даже сказать шей тагдим. Йол. Йол и терге значит отдыхать тоже. Йол это просто выходной, а если мы отдыхаем, то йол и тергес. Дальше вот будем отдыхать друг от друга мы с вами, да? Йол и тергес. Тершиме это сложное слово. Запишите, пожалуйста, тершиме это значит переводить. Переводить. Переводить в смысле с языка на язык? Да, да. Если бы, я вам скажу, урастельнем тержиме итигиз, да, переведите с русского языка эти слова, да, я вам скажу. А если я не могу перевести? Тержиме ите olmadım. Возможность, помните? Ну тут получается как смогла aldım, вот, tercüme ite aldım. А тут ничего сложного, мы добавляем отрицательный ма, который мы с вами уже знаем. Еще итерге, булек, итерге. Не знаете, наверное? Да, подарок. Булек это просто подарок, а если булек итесе, значит это уже со словом итерге. Если это значит подарить. А вот это рахим итегес, кто знает? Я знаю. Где Благодарю. вы читаете? Он говорит. Рахим итегес, скажите.
Добро пожаловать. Да. Перевод-то надо сказать, рахимитигис. Рахимитигис обычно вывески. Рахимитигис, добро пожаловать. Ердямитигис, кто знает? Помогите. Да, помогите. Ердям. Ердям это помощь, а если ердямиту, это значит помогать. Гафу и тигис, это, наверное, все знаете, да? Гафу и ту. Извините. Да. Если гафу и тигис, значит уже извините, да? Если просто сказать там гафу, это как в английском sorry, да? Рюксет, ой, я 2 раза написала рюксет. Хабер и ту. Значит? Хабер это новость. Хабер это новость, сообщать. Да, хабер и ту сообщать уже. Хабер это новость, да? Да, хаберлер это значит новости, да. Если вы смотрите вот ТНТ, там хаберлер. Это новости, а хабериту это сообщать. Если вы не пойдете на работу, вы должны обязательно хаберитергер. Ижат итергер это значит шиверлер ижат итергер сочинять, стихи сочинять, рассказы сочинять. Вот bizim Альмирата ижат итергер шладанında başlamış, да, осталось стихи сочинять на татарском. И сегодня даже не послание написали, не прочитали обязательно. А дословно это где тоже как перевод? Итергер делать, совершать. В смысле, если без этих всего, да, это значит делать, совершать, а тут, если уже составной глагол, видите, смысл итергер уже разные. Гафу извини, Да. извинение, да? Гафу итергер. Извиниться, что ли? Гафу итергер, да, прощение Гафу просить, да. это вина. Или что? Гафу. Если я скажу гафу итергер, то я скажу, это у меня будет извините, это у меня будет Гафу. гафу, вот я вам Вина. сказала, Вина. нет, гафу. Извинение. Извините. Да, ну просто так слово гафу как бы и не употребляется, если... А если вы хотите сказать вина, это гает, Галет. это моя вина. Миним гаедын, тут уже будет П на Б. Нет. А гафу но тут обязательно так и просится глагол и ты есть гафу и тем. Я тебя прощаю, минсине гафу и тем. Запишите. Надо уметь прощать, минсине гафу и тем. Да? Это прощаю. Минсине гафу и тем, я тебя прощаю. Мин. Как сказать извиняю, когда То же самое будет. прощаю. Да. Прощаю, извиняю. Прощаю, извиняю, мин гафу и тем. А, Ну, есть там посложнее слово кишерем, но это вот как бы в разговоре мы меньше употребляем. Кишерю это больше литературное слово. Гафу и тем. А ваш кишерне? Вот, прости меня. Кишерем. Прости меня. Кишерем. Это песня такая, что-то есть. Что-то Наверное, есть. Вот я же говорю, это больше употребляется как в литературном языке, поэтому у нас кишерю, ну я уже не буду запутывать, если вы сможете это слово еще гафу употреблять, это будет очень хорошо.
давайте вот с этими составными глаголами поупражняемся мы с вами. Ул барлық китапларны оқып бітірді. Сможете, Эльвира, нам перевести? Ул барлық китапларны оқып бітірді. Он оқып бітірді. Что сделал? Как мы скажем? Он дочитал все книги барлық китапларны оқып бітірді. Он дочитал, ну вы были в правильном направлении. Дочитал только оқып бітірді, значит дочитал. Без bütün урманны жүріп шықтық. Вот я вам, по-моему, этот пример даже говорила. Люрапа. Мы весь лес обходили. Да, обошли. Да, без bütün урманны жүріп шықтық. Бала бүлмеге жүгіріп кірді. Ребенок забежал в комнату, да, югурюк кирде, бала бүлмеге, югурюк кирде, значит, оказалась в комнате, да. Ул меня қарады да, күліп қойды. Екатерина, давайте, мы вас сегодня не слышали. Күліп қойды. Есть даже перевод. Ул меня қарады да, күліп қойды. Уявған қойды, күліп қойды, значит, засмеяться, да? Ну, помогите. Он меня увидел и засмеялся. Все хорошо у вас. Еще раз скажите. Ну, вот попросите. Он меня увидел и Нет, засмеялся. это тебе по-татарски. Ул меня қара, күліп қойды. Он меня увидел и засмеялся. Да. А если он на меня посмотрел и засмеялся? Ул меня қарады, һәм күліп қойды. Ничего, этого не меняется. Вот я, по-моему, вас сегодня вообще не слышали. Кеше мен күршілерге кіріп шықтым. Күршілер — это соседи. Ой, Альфия, я вас путала всегда. Альфия, кеше мен күршілерге кіріп шықтым. Кеше это как? Поможем? Вчера. Все знаете. Вчера соседи. Күршілерге кіріп шықтым, значит. Да, можно сказать заглянули. Можно сказать сходили. Заходила, тоже можно сказать. Да. И как мы создадим предложение в конце концов? Вчера. Да. Давайте еще раз красиво. Кеше мен күршілерге кіріп шықтым. А по-русски будет? Вчера заглянула к соседям. Все правильно, все хорошо. Рахмат. Сен миңа бүгін күлмәк сатып алдың. Люрапа хотела күлмәк алырға кирәк дип, да, предложение мне было. Сейчас уже сен миңа бүгін күлмәк сатып алдың. Как вы? Ты мне сегодня купил платье. Ты мне сегодня купил платье, да. Я вижу, что с составными глаголами у нас все хорошо. У нас проблем нет, да? Я права? Вопрос. Это вот все глаголы, которые используются таким образом? Или есть еще какие-то это основные? Это вот я вам дала, как сказать, все, что есть, хотела дать. Ну, может, есть 2-3 еще глагола, которых я не доглядела, но да, вот эти вот глаголы чаще всего вам будут встречаться, я хотела вот с ними и разобраться. Ну, в принципе, есть еще. Ну, может там в каких-то ситуациях другие слова употребляться, но составные глаголы, вот больше всего мы с вами сначала вот написали прямо переводы,
Вот тут у нас есть состав. И тут я вам уже составила таблицу. Давайте мы с вами самостоятельно поработаем, найдем перевод, как в садике, да, и укажем, соединим перевод и то сейчас мы нарушали. Вот упражнение номер 2, найдите перевод. Екатерина, вот я даже вот предложением тут вам написала, что вот какие вспомогательные глаголы еще могут встретиться. Вот. Можете обратить внимание. Это вот, то есть, вот эти вот глаголы, они в качестве вот этих могут использоваться. Да, вот куярга, значит итерге, юрюрге. Ну вот кашкараб жиберге, это значит закричать, да? Кашкараб юрюрге, это как сказать? Ты, пожалуйста, не ходи и не кричи всем. Если я хочу выразить свое желание, я могу вам сказать кашкараб юрюрге. Нет, подождите, вот эти вот глаголы, в роли вспомогательных Да, тоже тоже используются. Вспомогательные это вот эти, Да, вот это вот. да, да. Вы же видели, что вот вспомогательные эти, а вот основной смысл открытый. Да? Соединяем, что мы сидим? Еще в беседе. Да. Работает? Кто-то просто цифры ставит. Что совсем непонятно, поднимите руку, мы с вами вместе разберемся. У вас получается? Карагульщик. Вот какая самостоятельная работа у нас, да? Давайте начнем проверять еще. Все-таки вот тут надо больше как бы понимать значение вот первого глагола, да? Потому что второй Да, как бы так вспомогательный, да, завершающий. Мгм. Ну, вот который... Вот этот основной глагол может употребляться вот со всеми составными глаголами почти. Например, если тут идет со словом «быты». Да, вот первую часть мне скажите, как переводится? Пить, эшелет, пить. Эш, пить. Да, вот если вы поймете это Да, слово, то есть значит если дальше... первое слово поймешь, Да, надо лучше обратить внимание на это. А если...
Давайте проверим или все вместе проверим, да? И сделаем паузу. Люрака, башлайбыз бірінші сен оқыңыз, который этот, татаршасын, и скажите перевод. Там дальше продолжит Эльвира. Эши бетер, допей. У всех так? Проверяйте, пожалуйста. Эльвира дальше. Тор. Посиди. Рахмат. Эльвира дальше. Нет, либо дочитай, либо прочти. Укоп ал. Прочти, да? Да. Значит, прочти. Значит, у БТ дочитай будет. О, сейчас будет. Гуля, сыз. Ошап битер было бы даешь. Ошап пара. Тут попробуй. Ошап пара, попробуй. Дальше Эльвира. Уйна ал. Нет. Что сказала? Успокойся. Ёпса. А? Эльвира, помогай. Поиграй. Поиграй. Уйнау — это играть. Уен — играть. Как Екатерина заметила, главное первый глагол, если поймем. Главное первое понятие. Да. А второе, это вот что-то аналогия совершенного вида законченности действия в русском Да. языке. Я в русском сразу нахожу, что это такое. Екатерина, следующее слово после уняпал. Хора. Это что-то типа стой. Хораптор. Стой, смотри, посмотри, есть что такое? Нет. Хораптор. Я первую часть не могу перевести. Хораптор. Нет. Да, наблюдай. Наблюдай, да? Да. То есть мы скажем вроде как Да. стой и смотри. Да. Хораптор. Или запах. Эйтит. Битет. Договори. Айтыр бетер, договори. Рахмат. Алып қой. Ашқарбрат. Алып қой — это убери. Убери. Я сказала про телефон, да? Когда мы детям говорим, убери телефон, телефонумны алып қой. Олег, вам совсем легко. Ютлава. А то вы сидите, спите. Давайте работайте. Ютлава. Вы другое приготовили? Давайте. А ты, папа, покупай данные, понял? Юклавал, поспи, рахмет, алып кит. Я правильно слышу? Унеси, ошап бітір. Даешь, рахмет, уқып бітір. Дочитай, алып кел. Принеси. Олег нам уже помог, сатып ал. Покупай, купи, да. Рахмет, 15-ші дәріс, 15-й урок полиглота у нас завершается. Спасибо всем за внимание. Рахмет, игътибарыңыз үшін.